Что ж, на канале «Аспекты Башкортостан» вновь «Аспекты Республики», и у микрофона сегодня я, Руслан Валиев. Это значит, что ближайшие полчаса и до часу мы можем быть с вами, друзья. Поэтому давайте сразу включаться в наши традиционные взаимоотношения. Я постараюсь содержательно и объемно провести эту встречу, ну а вы реагируйте на сказанное мной с помощью чата YouTube-трансляции, которая уже запущена. Также пишите свои комментарии после, если вы смотрите нас в записи. Не забывайте про лайки. Здесь мы стараемся говорить правду, здесь мы стараемся слушать разные точки зрения и говорить обо всем важном, что происходит в Республике Башкортостан и вокруг нее. Поэтому давайте сразу и начнем. В процессе мы сегодня также обсудим о том, какие у нас текущие новшества, скажем так, на канале «Аспекты», что у нас вышло, что у нас планируется, о том, чем я, кстати говоря, занимаюсь и какие интервью записывать начал. Все это дело обсудим. Ну а начнем, наверное, с какой-то вводной новости, немножечко издалека сегодня. С выборов президента России или, если хотите, электоральной процедуры, которая нас ждет в марте месяце. Я думаю, вы прекрасно знаете, что Центральная избирательная комиссия отказала Борису Борисовичу Надеждину в регистрации, сославшись на повышенный процент брака в подписях. Здесь вполне себе ожидаемая ситуация произошла. Хотя кто-то, может быть, и надеялся, что эта ситуация может выглядеть иначе. Я, кстати, среди них был, несмотря на приличный уже опыт понимания того, что чудес не бывает. В данной ситуации вдруг показалось, что такое возможно. Ну, в общем, невозможно. При этом Надеждин сказал, что будет дальше бороться, планирует он идти в суд, но это скорее для проформы, это скорее для истории, чтобы потом и не говорить, и не оправдываться перед теми, кто скажет, а ходили ли вы в суд? Человек должен сказать, я ходил даже вот в этот ваш суд, совершенно не свободный и несправедливый, и вот такое решение он вынес. Примерно с такой же позицией выступили в уфимском штабе Бориса Надеждина, который, кстати говоря, собрал ни много ни мало аж 5000 подписей в поддержку этого кандидата. И очереди, те самые, о которых говорят во всеуслышание сам Надеждин и все, кто за этим следил, они были в том числе и в Уфе, за что я признателен той части уфимцев, во-первых, которые проявили смелость эту самую подпись поставить. Ну и, конечно же, активистам, которые работали в этом направлении, я тоже отдельно благодарен. Мы обязательно пойдем в суд и будем отбивать каждую подпись, которую эксперты, в кавычках, ЦИКа посчитали недействительной, сообщили в штабе. Мы верим в нашу свободу, мы еще поборемся, сказали в уфимском штабе. И об этом соответствующая публикация на сайте aspectmedia.ru имеется. Ну, хочется, опять же, лишь поддержать в подобной идее, в этом начинании ребят. Вот. Ну, а нам предстоит наблюдать за этой самой процедурой, в которой, судя по всему, впервые так немного кандидатов, с позволения сказать. Опять же, кандидатами в хорошем смысле этого слова я бы их не назвал, но давайте все-таки обратим внимание, что у нас получается. Действующий президент Владимир Путин. Далее представители коммунистической и либерально-демократической партии, значит, Николай Харитонов, коммунист, и Леонид Слуцкий, ЛДПР. Два таких человека, ну, я уж не знаю, вот я, наверное, их имею в виду, прежде всего говоря о том, что непонятные персонажи в бюллетене будут присутствовать. И Владислав Дованков, лидер фракции «Новые люди» в Госдуме. Человек, ну, скажем так, демократических взглядов формально. Но я напомню, что даже эта фракция, находясь в Госдуме, поддерживает линию партии, политику государства в части так называемой специальной военной операции. В отличие от Бориса Надеждина, который высказывал альтернативную точку зрения. Так или иначе, Дованков высказался в пользу Надеждина, и, судя по всему, может быть, Надеждин выскажется в пользу Дованкова.
И, соответственно, вот такие у нас 4 кандидата. Правда, есть еще кандидат номер 5. Мы его никогда со счетов не сбрасываем. Это возможность проявить свою волю им немножко иначе. Например, проголосовать, так сказать, против всех. Графы соответствующей нет, но есть графа «испорченные бюллетени». То есть человек его получил, бюллетень на избирательном участке, но испортил так, что волеизъявление гражданина определить невозможно. То есть зачеркнул 2 и более ячейки. Все 4, ну как минимум 2. Обязательно, важно, подчеркиваю, не написал на бюллетене послание, не отогнул там уголочек или оторвал его, а именно внес какие-то отметины в 2 и более ячейки. Это единственный критерий порчи бюллетеня. И это количество, еще раз подчеркиваю, считается. Поэтому волеизъявлением я в определенном смысле это тоже полностью признаю. И сразу же вспоминаю, сколько таких бюллетеней было во время процедуры так называемого голосования по поправкам в Конституцию в 2020 году на том избирательном участке, где я был членом избирательной комиссии с правом решающего голоса. Надо сказать, прекрасные воспоминания от тех посланий. Так вот, ничто не мешает сделать в этот раз примерно то же самое. И не слушайте, пожалуйста, тех, кто совершенно бредовые мысли озвучивает о том, что это все незаконно, порча там имущества чуть ли не государственного. Знаете, бюллетень выдается гражданину, он вправе с ним сделать все, что угодно, вплоть до того, что вынести с собой на память, что тоже, кстати говоря, должно быть отражено в итоговом протоколе. Количество выданных бюллетеней на избирательном участке не должно совпадать с количеством бюллетеней, найденных в избирательных урнах. Иногда это приводит к интересным последствиям, как было со мной в 2018, но сейчас об этом останавливаться не буду. Есть еще бойкот, надо сказать. Многие, ну, скажем так, оппозиционеры в предыдущих избирательных циклах предлагали именно такой вариант, аргументируя это тем, что не нужно никак участвовать в том спектакле, которым они считают электоральные процедуры, проходящие в России. Отчасти, опять же, я и с ними согласен. Тут не поспоришь. Достойных кандидатов, реальных, представляющих определенные группы людей нет. Конкуренции, то есть реальной, нет. На дальних подступах многие из них, ну, скажем так, ликвидированы. Если раньше людей, ну, скажем, браковали на последнем этапе, на этапе регистрации, то сейчас реальные, вот сильные конкуренты даже не могут себе позволить начать любую избирательную кампанию. Так, что у нас произошло? Я надеюсь, что сбой, который я наблюдаю, был недолгим. Да, все хорошо. К счастью, сигнал вернулся. Да, картинка лишь пропадала. Окей. Так вот, значит, кандидаты сидят, грубо говоря, в тюрьме. Те самые, которые могли бы реальную конкуренцию составить. Но вот даже Борис Борисович, человек, которого серьезно никто не воспринимал еще недавно, оказался, судя по всему, опасным соперником, и его устранили на последнем рубеже регистрации кандидатов. А мы давайте с вами поголосуем. У нас уже достаточное количество в чате собралось. Комментарии начали, вижу, писать. И продолжайте в таком же духе. Я стараюсь их читать, особенно когда у нас паузы. Голосование у нас не совсем правильное, потому что количество вариантов в чате не так много. Можно сделать только 4. И смотрите, что мы предлагаем вам. Если выборы состоятся условно завтра, вот вы за кого проголосуете? За Владимира Путина, за кого-то из двух, Николая Харитонова или Леонида Слуцкого, дальше за Владислава Дованкова, третий вариант, и четвертый вариант – испортите бюллетень или пробойкотируете. Вот такие вот. Я понимаю, что порча бюллетеня и бойкот – это немножко разные вещи, но сегодня вот так, хотя бы в общем хотим понять настрой. То ли вы кого-то из кандидатов выбираете, действующего президента, кого-то из коммунистов или либерал-демократов, так называемых, Владислава Дованкова, представляющего новых людей, либо вот последний вариант – испортите бюллетень или бойкот.
Я могу сказать свою точку зрения, что против бойкота, даже несмотря на то, что сейчас мы наблюдаем. Участие в этом процессе имеет смысл. И как в качестве избирателя, и уж тем более в качестве наблюдателя. Коротко повторю тезис, который я уже озвучивал. Если качественно и, ну скажем, не спустя рукава, ответственно наблюдать на избирательном участке, можно добиться реальных показателей хотя бы на конкретно отдельно взятом участке. И увидеть, как все-таки даже в этих условиях голосуют люди. Я вам скажу, много открытий чудных и удивлений вы для себя почерпнете, и общество вокруг вас почерпнет. Вы увидите, что если кандидат номер один и лидирует, то он никак не набирает те 90%, которые наша республика планирует показать в итоге. А республика, как известно, так называемый электоральный султанат, то есть регион, субъект, где даются партии власти и главному кандидату максимальные показатели при максимальной явке. При том, что люди у нас такие же, как и везде, и голосуют плюс-минус одинаково, и ходят на избирательные участки тоже примерно так же, как и во всех остальных субъектах федерации. Так вот, качественное наблюдение может позволить эти цифры увидеть. И это как раз-таки уже изменит и ваши собственные представления, и представления окружающих, соседей, друзей, односельчан, там, соседей в городе. И, в общем, журналисты нормальные на это внимание обратят. В общем, это имеет смысл. Также протестные голосования, если никто не нравится, почему бы бюллетень не испортить? Опять же, вот эти два фактора, протестные голосования плюс качественное наблюдение на избирательном участке, очень серьезно могут, по крайней мере, продемонстрировать настрой. Я не говорю, что все резко изменить. Выборы, знаете ли, они не тот инструмент, который в одночасье все меняет. Даже в реальных демократиях, где выборы приводят к смене власти, не сказать, чтобы смена власти в результате выборов тоже приводит к резким изменениям общественных политических отношений. Нет, это все долгий эволюционный процесс. И вполне себе нормальный. То есть к нему нужно относиться в этом смысле терпимо. И понимая, что быстро ничего не происходит, быть готовыми ждать. Вот. Нарисуют красивые цифры, пишет Нагим. Какой смысл? Есть ли смысл? Так вот, можно добиться хотя бы отчасти того, чтобы не нарисовали. Вот Дованков, да, от него можно, от его партии зарегистрироваться наблюдателем, пройти простейшие курсы. Я порекомендую, у нас в YouTube-канале есть архив программы «Время выбирать», которая выходила на «Эхе Москвы» в Уфе. Там 10 выпусков часовых. Прослушать, посмотреть все необходимые рекомендации на тему того, как это делать, там есть. Это интересно, это полезно, это очень эффективно с точки зрения самоидентификации, самореализации. Знаете, ну, гораздо легче потом спится, и когда утром просыпаешься или там вечером засыпаешь, чувствуешь себя человеком, который что-то сделал. То есть не просто написал пару комментариев в чате, за это тоже спасибо, конечно, но все-таки предпринял реальные шаги. И себе в глаза смотреть легче, и детям своим, я не знаю, там, близким, потомкам, кому угодно. В общем, есть. Это на сегодняшний день чуть ли не единственная легальная возможность проявить собственную позицию гражданскую, даже в этих условиях. Хотя, подчеркиваю, конечно, и согласен с теми, кто говорит, что это и не выборы в чистом виде, и, скорее всего, по итогу будет результат нарисован в глобальном смысле по региону и по стране, потому что вряд ли сразу 3000 человек по всему региону нашему пойдут на участки наблюдателями, то есть сделают то, к чему я призываю. Но если избирательных участков будет больше, чем 2, или хотя бы больше, чем 0, вот так вот скажу, в республике, где цифры будут продемонстрированы реальные. Что значит реальные? Это явка не 90%, а примерно 50-60%. Это те же самые 50-60% от пришедших за кандидата номер один. Это приличный процент изборченных бюллетеней, 10, а может быть больше сейчас, не знаю. В общем, вот так вот. И, знаете ли, вот такие результаты на таких участках тех, кто обещал другие цифры наверх, бесят.
Понимаете? А если таких участков больше, десятки, а вдруг сотни, ну как бы это незамеченным не останется. В общем так. Голосование у нас идет, я еще раз напомню. У нас варианты за Путина, за Харитонова или Слуцкого, за Дованкова, испорчу бюллетень или бойкот. Лидирует абсолютно вариант с бойкотом. Давайте итоги подведем и запустим, видимо, второе голосование для тех, кто проголосовал за вариант испорчу бюллетень или бойкот. Таких, еще раз, подавляющее большинство среди нашей аудитории. Итак, те, кто проголосовал за вариант испорчу бюллетень или бойкот. Выбирайте из двух вариантов теперь. Испортите бюллетень или бойкот. То есть у нас сейчас в чате появится голосование из двух вариантов. Для тех, кто выбрал вот такую протестную форму участия в так называемых выборах. Испортите бюллетень или... Испортите бюллетень, значит поставите 2 и более галочек в ячейках напротив кандидатов. Либо объявите бойкот и никак в этом участвовать не будете. Мне, конечно, больше нравится вариант с испорченным бюллетенем. На худой конец вынесенным с собой. Но бойкот в данном случае бесполезен. Он играет на руку оппонентов. То есть не пришедшие люди, они как бы в итоговом раскладе никак не учитываются. Явка, я напомню, допустима любая. Предположим, 15-20% придут на избирательные участки. И среди них только будет расклад считаться. То есть из 20% сколько проголосовали там за Владимира Путина, сколько за Дованкова, сколько испортили бюллетень, и все. То есть не пришедшие здесь никак не отражаются, еще раз подчеркиваю. Поэтому это не выход. И это, кстати, самая неправильная стратегия вот с точки зрения смотреть в глаза, чувствовать чувство, значит, испытывать чувство сопричастности, исполнение гражданского долга, вот это вот все. То есть неприход, он как раз-таки путь в неправильном направлении, друзья мои, считаю я. Еще раз, бюллетень, либо бойкот. Значит, у вас два варианта, голосуйте. Ну, а нам дальше надо идти. Давайте буквально, прочитав одну новость. Хотя, знаете, вот у нас уже результаты очевидные. Давайте, не откладывая на потом, итоги подведем. Вот вчера злую шутку откладывание сыграло с нами. Я забыл голосование в утреннем эфире подвести. Сейчас мы видим так. 86% подавляющее большинство наших зрителей говорят, что за вариант с бюллетенем. И лишь 13 говорят, что поддерживают бойкот. Что ж, спасибо за активность, во-первых. Во-вторых, за такие цифры обнадеживающие. Вот это, на мой взгляд, справедливо. И это, опять же, на сегодняшний день одно из совершенно немногих направлений, способов, которые можно использовать для того, чтобы высказать свою точку зрения. Альтернативную, общепринятой, если хотите. Ну а дальше давайте в наших новостях разбираться. К теме баймакского дела мы тоже дойдем обязательно сегодня. Как же без этого? Тем более новые фигуранты есть. Но дойдем постепенно. Хотелось бы очень странную и совершенно сумасшедшую историю немножечко обсудить. Вот какую. Ну, общественник, если можно так сказать, из Башкортостана Расул Ахиереддинов, судя по всему, живущий в Волгограде, городе-герое, обратился к Владимиру Путину из-за ненадлежащего памятника на Мамаевом кургане. Разумеется, имеется в виду всем нам знакомый, и, я думаю, любимый монумент «Родина-Мать», который многие видели живьем, ну и все абсолютно его с детства видят на изображениях. И испытывают, мне кажется, совершенно справедливое чувство трепета, глядя на этот памятник, поскольку он отражает важнейший этап истории нашей Родины. И, в общем, тут все понятно. Так вот, я согласен, когда люди испытывают именно такие чувства относительно данного мемориального комплекса, прежде всего, и конкретно памятника. Но оказывается, с учетом ныне происходящих событий по поводу упора на традиционные ценности, у некоторых людей совершенно удивительные идеи рождаются в голове. Давайте небольшой видеофрагмент послушаем на эту тему. Уважаемый президент нашей страны, Владимир Владимирович, я от лица тех людей, которыми
я разговаривал от лица жителей Волгограда и Российской Федерации, которые недовольны тем, что образ Родины-Мать выглядит именно так. Советский Союз сделал немало ошибок. И одна из ошибок — это как раз таки катастрофа. Мы братский народ. Владимир Владимирович, наша с вами мать так выглядеть не может. Мы просим вас реконструировать, дать указание на реконструкцию данного памятника из слов многих людей Волгограда. Они хотят сохранить этот памятник, но поменять этот вид и закрыть ее срамные места. Вот такие фантазии в головах наших соотечественников рождаются. История потрясающая в кавычках со всех сторон. Знаете, ну, во-первых, сама по себе идея, то есть ее можно воспринять как угодно. С одной стороны, ее можно, ну, в некотором роде понять с учетом тех тенденций, которые мы сейчас наблюдаем, да, то есть никаких голых тел, абсолютное целомудрие. И запрет так называемого движения ЛГБТ — это уже лишь предисловие. На сегодняшний день запрещено все, что связано с личной жизнью и интимными отношениями, как мы уже замечаем по запрету этих мероприятий в ночных клубах даже столицы. Все как бы понятно. И когда человек видит, извините, части женской груди, а грудь Родины-Матери там действительно, ну, ярко выражена, так скажем, он, видимо, испытывает неловкие чувства и чувство смущения. Я уж не знаю, что он чувствует, но вот он ссылается даже на некое духовенство исламское и православное, с которым он общался. С другой стороны, ну это же вообще чуть ли не статья о посягательстве на памятники. Она у нас есть. Осквернение мемориалов, связанных с памятью о Великой Отечественной войне и так далее. Одна из немногих статей, с которой я отчасти даже согласен, как бы, наверное, наказание за такие вещи должно быть. Хотя, с другой стороны, в принципе, любой вандализм, он, наверное, под это подпадает, и не нужны отдельные. Но окей, есть у нас такая норма, и кто-то может сказать, что данный товарищ нарушает эту норму, то есть он посягает на святое. И самое интересное, что и та, и другая позиция, она на сегодняшний день в тренде, как говорится, в тренде государственной политики. Понимаете? И какая линия тут возьмет верх, остается лишь гадать. Вообще, обратят ли на это внимание, это отдельный вопрос. Журналисты вот в регионе, понятно, относительно независимые, на это внимание обратили. Как я понял, некоторые в итоге даже испугались чего-то, удалив эту статью. Судя по всему, вот этого казуса морально-нравственного и юридического, где все смешалось, как говорится, кони, люди, и какой из этого здравый какой-то вывод, я не знаю. Вывода, наверное, нет, это лишь иллюстрация, да, к тому, в каком времени мы с вами живем на сегодняшний день. Какие споры, с каким внутренним содержанием могут возникать на сегодня. То есть это уже не спор о том, какой путь выбрать, условно говоря, вот такой авторитарный, жесткий или демократический. А это уже внутри вот этого ура-патриотического направления могут сойтись в нешуточной схватке две позиции. Одна — не трогать святое, потому что это все действительно святое, тут даже не поспоришь. Другая — даже святое должно быть целомудренным. У меня, если честно, взрыв мозга, когда я на эту тему думаю, зачем это все произошло. Ну, нам есть о чем поговорить хотя бы. Эта скульптура — один из символов памяти о Великой Отечественной войне. Безусловно, кто же спорит? Именно об этом я и говорю. Конечно же, это все сделано, ну, я не знаю, во всех хороших эпитетах можно это все охарактеризовать. Величественно, круто, профессионально с точки зрения искусствоведческой. Ну, то есть, даже в самые суровые времена советского застоя, на мой взгляд, подобных бредовых идей не звучало. Но на сегодня эта бредовая идея, как ни странно, кажется вполне себе ожидаемой, что ли.
Вот за что боролись, как говорят, на то и напоролись. Вот дали возможность выплеску вот этих вот низменных чувств, требующих запрета всего и вся, вот этих ханжеских чувств. И вот они, пожалуйста, эти чувства этих отдельно взятых людей добрались до святых и значимых для всех людей памятников. Вот, а дальше, я не знаю, придумают, что купола собора Василия Блаженного на Красной площади тоже напоминают женскую грудь. Ну, условно, да. А с учетом того, с какой скоростью бред превращается в нашей жизни в что-то привычное, это может произойти. Почему бы и нет? Ой. Какие выборы? Цирк, пишет Карлугас. Цирк, но цирк, в котором имеет смысл участвовать, я уже все сказал, повторять даже не буду. Дальше. Вот у нас такая новость сейчас прошла, для того, чтобы вот тему затронуть, но теперь все-таки давайте к главным ключевым моментам. В баймакском деле появился еще один фигурант, писали «Аспекты» вчера вечером. На сей раз это Юлай Аюпов, который был задержан 8 февраля. Та же самая 212 статья о массовых беспорядках. По подсчетам «Аспектов» он был, насколько я понимаю, 55-м фигурантом этого дела. Буквально сейчас утром очередная новость в этом же направлении о том, что еще 2 фигуранта, то есть, судя по всему, 57 у нас уже человек тут по уголовному делу о массовых беспорядках. Одного из них, кстати, задержали даже в Сургуте. Видать, вахтовым методом работает. И вот что сообщил его брат. Значит, как узнал, что ищут, он, брат, добровольно пришел в отдел полиции в Сургуте. Кто пришел, кстати говоря, не вижу имя. Асылгужин Ильнар. Его будут конвоировать в Уфу, пока он задержан на 48 часов. То есть 48 часов хватит, чтобы конвоировать в Уфу. Суд в Уфе уже изберет меру пресечения в виде ареста на 2 месяца. А дальше мы понимаем, что будет этот самый арест продлеваться, как и со всеми остальными участниками массовых беспорядков. Родственники объявили сбор, о чем в нашем материале на «Аспектах» написано. Опять же, все уже по традиционной отработанной схеме. И с арестом, и с тем, как работают, неправильно говорить, работают, действуют родственники, пытаясь помочь своему близкому. Кстати, последний задержанный тоже отец, тоже единственный кормилец в семье. Вот прямо таки, как под копирку, мы наблюдаем развитие событий этой печальной истории. Печальной истории в том смысле, что подобных массовых уголовных дел я не припомню ни в истории республики, тем более, да, ни даже в истории всей России. Если после так называемого московского дела 2019 года, там протесты были против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму, так там был череда дел, но они были разные, как я уже говорил. Там, нарушение правил митингов, там, неподчинение сотруднику полиции и прочее, прочее. Здесь вот все гораздо хуже и страшнее, конечно. Машина республиканской пропаганды продолжает свои тезисы на этот счет публиковать. Очень некоторые вызывают улыбку снисходительную. Пишут, что народ Башкортостана не прислушался там к врагам и прочее. Ну, выводы, опять же, вам делать самим. Можете читать. Вот «Московский комсомолец» в Уфе. К сожалению, впереди планеты всей в публикации подобного рода материалов. Особенно печально это осознавать, когда вот я лично, например, знаю руководителя, скажем так, этого издания. Ну ладно, отвлекаться, опять же, на собственные эмоции здесь, наверное, будет неправильно. Я все-таки на эту тему продолжу и отмечу важный момент, который вчера состоялся, из позитивного. Певица Минзаля Яхина объявила минуту молчания по погибшему Рифату Даутову. Сделала она это не где-нибудь, а у вновь открывшегося памятника первому президенту Муртазе Рахимову. Опять же, мы вчера долго об этом говорили. К памятнику вопросы есть, тут никаких сомнений.
как я выяснил из разговоров с людьми, близкими к первому президенту, им тоже не очень нравится. Они согласны со мной, что памятник не похож на Муртазу Губайдуловича. Тут, оказывается, мнения сходятся. Иного мнения придерживаются лишь люди, поддакивающие республиканским властям во всех вопросах. Ну вот Минзаля Яхина побывала там и, более того, записала небольшой видеоролик, который я предлагаю сейчас посмотреть. Сейчас около памятника Муртазы Рахимову встретила женщину, пенсионерка, и она оказалась уроженкой села Юмагузина, откуда родом погибший Рифат Даутов. И она уверила меня и сказала, что Рифат Даутов не пил, не употреблял алкоголь и даже в армию уходил трезвый. Поэтому в поддержку Рифакая Габитова я объявляю минуту молчания по погибшему Рифату Даутову. Спасибо. Минзаля Яхина вот таким образом проявила гражданскую позицию, за что, на мой взгляд, ей честь и хвала. И она, судя по всему, противопоставила свою гражданскую акцию тому, что произошло на встрече Радия Хабирова с частью башкирской интеллигенции, где народный артист Риф Габитов предложил минуту молчания провести, а Хабиров назвал это предложение бессовестным и бессмысленным, даже не неуместным. Вчера вот мы об этом с вами говорили. Здесь вижу, боты у нас в чате активизировались по поводу каких-то фашистов, пишут на Украине. Ну, видимо, вот побывал человек по имени Павел там и кого-то видел. Доказательств при этом, конечно же, не приводит. Я думаю, что в подобного рода мифы и вообще основная часть наших зрителей не особо верит. Кстати, если кто-то имеет доказательства и верит в это, можете присылать в адрес меня лично или аспектов. Кстати говоря, контакты и возможность взаимодействовать в описании к трансляции есть. Не только мой телеграм-канал, но и YouTube-канал. Вот и такое существует. Там он совсем новый, там почти ничего нет, но планирую все-таки его тоже немножечко развивать. И вчера опубликовал первое творение, если с позволения сказать. В общем, взял интервью у бывшего соратника главы региона, бывшего пиарщика Радия Хабирова Ростислава Мурзагулова. Интервью длится чуть более часа, и оно выложено на YouTube-канале, собственно, моем личном, на YouTube-канале Руслана Валиева. Аспекты опубликовали небольшой фрагмент, буквально 4 минуты, тоже можно посмотреть на аспектах. Но, наверное, лучше сразу полную версию. На мой взгляд, очень любопытная история. Вообще, судьба Мурзагулова сама по себе, она неоднозначная. Уже раньше была, до того, как он приехал с Хабировым в 2018 году в Башкирию в качестве такого, знаете ли, чуть ли не серого кардинала, второго человека в регионе. Она уже тогда была интересна, а сейчас, с учетом всех последних метаморфозов, с учетом того, что он иностранный агент, уехал за границу, критикует бывшего руководителя и в целом очень жестко критикует происходящие в стране вещи, делает это в той форме, в которой многие не могут себе позволить, даже если хотят. В общем, рекомендую к просмотру. Смотрите, реагируйте. Понятно, там есть за что критиковать, может быть, и меня, и его тем более. Но мы в этом смысле, по крайней мере, я постарался сделать так, чтобы максимально, объективно, как бы это банально ни звучало, можно было картину себе составить.
Говорящая голова провластных структур, блогер-журналист Михайлов хвалил федералов и называл задержанных их активистов экстремистами. В то же время хвалился успехами федералов. Убийство на их совести, задает вопрос Карлугас Сынгызхан. Не знаю, о ком вы говорите, кстати говоря. Вот. Почему в России закрывают независимые СМИ, если цензура запрещена, пишет нам всем привет. У нас много чего в Конституции написано. У нас также права на публичные акции там указаны, например, да. Но многие из этих принципов у нас давно уже растоптаны от слова совсем. Они не работают. Цензура запрещена, написано, но она де-факто сейчас присутствует, причем военная цензура. То есть можно верить лишь источникам официальным из Министерства обороны. Даже если человек собственными глазами видел что-то другое, предположим, журналист на месте событий снимает, и все это есть, но это противоречит позиции Министерства обороны, то информация, увиденная собственными глазами, неправда. За нее можно уехать в тюрьму на долгий срок по статье о фейках про вооруженные силы. То есть никакой свободы слова, безусловно, нет. Она полностью растоптана. Она сейчас находится, мне кажется, на уровне даже ниже, чем была при советской власти до перестройки 1985 года. Лишь благодаря наличию остатков свободного интернета, вот вы сейчас можете кое-какую информацию получать, и сейчас вы это делаете, и вы большие молодцы. Не забывайте, кстати, про лайки, их недостаточно в нашей трансляции. Давайте увеличим процент лайков, вот количество просмотров с 10% до 20%. Я уж не знаю, почему этот процент всегда стабилен, но в наших же силах его увеличить. Не поленитесь, поставьте лайки. В общем, со свободой слова и ее отсутствием все понятно. Ну а дальше я хочу отметить, продолжая тему, пару публикаций. Издание «Иностранный агент» и «Дель Реалии» публиковали большую статью. Общественники оценили высказывание главы Башкортостана о погибшем активисте Рифате Даутове. Это вот в продолжении темы той самой встречи, которую мы с вами упомянули. Я просто обращу внимание, что это хороший материал традиционным образом. Здесь упоминается Риф Габитов, народный артист, как он обратился к Хабирову, как Хабиров отреагировал. И дальше уже высказывания наблюдателей, в том числе вашего покорного слуги, на эту тему в статье присутствует. Ну вот я, может быть, лишь короткую цитату. Один из аксакалов башкирского национального движения, лидер движения «Патриоты Башкортостана» Сагит Исмагилов. Это говорит только об одном – о подлости, коварстве, скверности характера Радия Хабирова и его приспешников, сидевших за этим круглым столом, сказал лидер общественного движения. Дальше тут подобного рода высказывания, много, в общем, давайте так, не буду цитировать, не буду откладывать, тратить время. Вот, пожалуйста, можете почитать, важно и интересно. Лейсан Янбекова делится странным соображением. Хотелось бы понять, что она имеет в виду. Я не скажу, что оно неправильное, но я просто не понял. В Башкирии отрабатывается будущая модель всей России после 17 марта. Альберт Абдулин спрашивает по поводу жизни в Германии. Какие минусы вы там видите? Знаете, минусов везде достаточно. Лучше всего жить на родине. Я отвечу так на этот вопрос. И я думаю, что абсолютное подавляющее большинство людей, которые оказались вне родных стен, думают именно так же. И совершенно неправда и абсолютный бред говорить, что там, люди удобно устроились или еще что-то в этом роде вот по списку. Ничего подобного. Люди в основном являются истинными патриотами и любят свою родину не на словах, а на деле. И любить родину – это не значит, что выполнять преступные приказы. Это совершенно не одно и то же. Здесь у меня, опять же, никаких сомнений. Пруфы вчера сообщили, что солиста башкирской группы «Караван-Сарай» Амира Тугунова неизвестные избили. «Караван-Сарай» – это группа, известная тем, что она всегда присутствует на мероприятиях, организованных властью для реализации своих целей. Например, август 2020-го
перед тем, как на Куштау состоялось основное столкновение, завершившееся победой защитников, там был концерт, митинг в пользу башкирской содовой компании. «Караван-сарай» там выступал. 26 января на митинге в поддержку Радия Хабирова в Уфе, конечно же, «Караван-сарай» выступал. И вот один из участников группы, судя по всему, пострадал. Даже соответствующая фотография есть. Подробностей случившегося никаких. Мотивы, какие были нападавших, были ли нападавшие или просто была драка, никто не знает. Но реакция людей, конечно, поражает в том смысле, и где-то в правильном, где-то и в неправильном все-таки. Я бы на вашем месте, друзья, если это вы, конечно, такие комментарии оставляете, сочувствие тоже проявлял. Ну, нельзя, вот знаете ли, множить насилие. Мы с вами тут, наверное, преимущественно те, кто против насилия, да, раз уж вы соглашаетесь часто с тем, что я говорю. А в этом смысле, вот здесь ведь тоже оно проявлено. Это противоречит здравому смыслу, это противоречит мирной повестке, в конце концов, да. Критиковать, как-то осуждать, пожалуйста, но вот радоваться таким вещам, мне кажется, не нужно. Хочется пожелать и здоровья человеку, и если это было преступлением чьим-то, чтобы восторжествовала справедливость, именно справедливость, ну и закон, в конце концов, какой бы он ни был. В комментах народ злорадствовал, пишет Марина. Да, именно так, вот я об этом говорю, конечно. Вот. Что у нас еще на сегодня важного осталось? Давайте, кстати говоря, еще одну паузу сделаем и послушаем небольшой аудиофрагмент с выступлением опытной журналистки, ныне маркетолога и экскурсовода, подчеркиваю, человека, который хорошо знает историю Уфы, Рушаны Ибраевой. Она была вчера в гостях «Аспектов мнений» и поделилась в том числе по поводу последних событий своими мыслями, в частности, по поводу памятника Муртазе Рахимову. Буквально пару минут, я пока ваши комментарии почитаю, вы продолжайте их активно писать и ставить лайки тоже продолжайте. У нас еще есть кое-какие темы. Из всех памятников людям, которые я видела, мне больше всего понравился памятник авторства Михаила Шемякина, Петру Первому, который находится в Питере, в Петропавловской крепости. Вот где он там такой сидит, длинный такой, так голова такая маленькая, в общем, довольно странные, да, пропорции, но там была какая-то идея. Ну, то есть памятник — это не есть фотография. Памятник должен выражать какую-то идею. И я вообще к идее делать изваяние людей в виде вот людей в этих же пиджаках, в этих же ботинках, ну, отношусь прохладно, потому что художественные ценности. Памятник в городе — это же не кладбище. Нет, памятник в городе — это какой-то, в том числе, арт-объект. Скульптор, прежде всего художник, хотел донести. Поэтому я бы рассматривала памятники именно в городе поставленные, не с точки зрения похож, не похож, а с точки зрения вот что хотел сказать автор, художник. По всей видимости, придираются люди, которые действительно видели его живьем, конкретно наблюдали его и теперь имеют возможность как бы сравнить. Но большинство-то жителей республики его, наверное, живьем никогда и не видели, и видели как раз только через фото и видео. Мне идея памятника не сильно нравится, и сам памятник не нравится, и не знаю. А мне почему? кажется, как-то это все Почему? эпопея такая, да, в каждом памятнике эпопея. И это все очень монументально, это все вот немножко такая отсылка к монументализму советскому, как я вижу. Сама по себе люблю современное искусство, люблю абстракцию, люблю минимализм. Малопонятное, да, но заставляющее, интригующее. А у него какие-то памятники не интригующие, они такие монументальные, но на любителя большинству нравится. Но, если честно, я вот даже, ты мне напомни, нет ли у нас никакой статьи за недостаточное восхищение Муртазой Рахимовым? Ну, я не хочу под нее подпасть просто, да, потому что, ну, я вот как бы не являюсь большим почитателем и поклонником, и к памятнику отношусь как памятник сделали. Можно было и без памятника. Слишком мало времени прошло, чтобы памятники устанавливать. У нас был недавно в эфире политтехнолог Андрей Потылицын, и он высказал такую точку зрения, что вот этот памятник Муртазе Рахимову, он может в будущем когда-нибудь, возможно, стать точкой притяжения для умеренных националистов. Ну, там, пикеты, все дела. Приведу аналогию. Помнишь, когда поставили стелу, посвященную правам человека на Гостином дворе, это же место сразу стало местом пикетирования для всех людей с либеральными взглядами. Ну, и здесь вот такой параллель. Недолго оно было. Что касается места притяжения, то Салават Юлаев есть сейчас, и он место притяжения, потому что символ башкирской свободы в лице Салавата Юлаева нельзя переплюнуть никому еще долго.
Рушана Ибраева, журналистка, маркетолог, экскурсовод, была гостем программы «Аспекты мнений» вчера. Сегодня, кстати, у нас в 12 аспекты городской среды с замечательным экспертом Олегом Арефьевым, который совершенно правильно, на мой взгляд, и критически, в хорошем смысле этого слова, оценивает все то, что нас окружает вокруг, политику, связанную с общественными пространствами, с транспортом. Поэтому обратите внимание, кто еще не знает и, возможно, не видел. Люди тут, кстати, в чате вспоминали, Карина в частности, времена борьбы с Кроношпаном. Уфимцы помнят прекрасно это время, и она отмечает, что если бы сейчас подобное повторилось, всех бы признали экстремистами, а тогда никого не посадили. Вот некоторые коллеги предупреждали, что еще добрым словом будете вспоминать предыдущего руководителя республики Рустема Хамитова. Даже в экономическом смысле сейчас ситуация хуже. Представляете? То есть, если посмотреть даже официальные выкладки, которые дает Башкортостан-Стат, и взять на вооружение анализ экономиста Всеволода Спивака, становится очевидным, что мы за последние 5 лет в экономике не прибавили, а наоборот потеряли. По меньшей мере не выросли вообще. На фоне того, что в целом по России официальная статистика лучше. А в Башкирии вот она такая, официальная, опять же, понимаете? То есть мы должны представлять, что, возможно, местами где-то какие-то притягивания за уши имеют место быть. Но даже при этом у нас с поправкой на инфляцию размер внутреннего валового продукта не вырос. Так, если Telegram у Рушаны, пишет Альберт, я не могу сказать, кстати, сходу. Она, по-моему, не заценила Telegram, если я правильно помню, ее посты в социальных сетях. Но она активна в ВКонтакте и в заблокированном в Российской Федерации Фейсбуке. Поэтому найти, я думаю, нет проблем. Рада пишет, Руслан прав, не пришел голосовать, подарил свое право другому кандидату. Более того, даже не кандидату, а подарил это все избирательной комиссии, которая легко этим злоупотребит. Знаете, я вот опять же коротко упомяну, раз уж тема выборов интересна и важна на сегодняшний день. В 2019 году для меня был второй избирательный цикл, когда я участвовал в качестве члена комиссии. После первого цикла 2018 года я немножечко расслабился и доверился своим коллегам по избирательной комиссии, сотрудникам 96-го лицея в Уфе. И тогда им удалось провести меня вокруг пальца. И где-то после обеда, пригласив меня отведать, как она выражалась, вкусные курочки, они успели вбросить примерно 200 бюллетеней. При том, что у нас около 1000 в итоге на участке проголосовавших реальных из 2200 зарегистрированных, у нас около 1000 всегда голосуют. И вот тут 200 было лишних. Я это тут же понял, когда через 15 минут вернулся, спросил, сколько у нас явка. Явка выросла за полчаса почему-то на 200 человек. Мне было понятно абсолютно, откуда они взялись. И вечером, когда мы считали бюллетени, я тут же во всей этой куче, сортируя бюллетени, нашел несколько таких тоненьких, но все-таки кип в совершенно идеальном состоянии находящихся бюллетеней, которые были заполнены на скорую руку женской рукой. Галочки стояли, знаете, вот так вот формально. Когда человек сам голосует в кабинке, он всегда галочку или крестик выводит чуть более осознанно. Здесь они были явно на скорую руку поставлены. Но, в общем, у меня не было ни капли сомнений. Вот даже ни толики не осталось в том, что был вброс. Понимаете? То есть даже под наблюдением, но в момент того, когда человек расслабляется, они способны на это. Чем больше людей придет на участок, тем меньше у них останется этих самых бюллетеней для того, чтобы их вбросить. В общем, следующие циклы 2020 года и 2021 года мы уже не позволяли. Я привлек на тот участок дополнительных общественных наблюдателей, и мы там целые бригады, можно сказать, отстаивали реальные цифры. В 2021 на выборах в Госдуму администрации пришлось пойти на хитрость, которая, правда, не сильно ситуацию изменила. Десятки сотрудников Уфимской мэрии были вынуждены прикрепиться к участку, где я работал, для того, чтобы проголосовать за Единую Россию. Представляете? Некоторые совершенно честно
признавались, что их сюда направили и жаловались, что у нас участок найти непросто. Ну, это обычный двор, знаете ли, среди пятиэтажек в районе центрального рынка в Уфе. Тот, кто там не живет, не сходу найдет этот участок. И было интересно, что бюллетени выдавал им я, этим людям. И, конечно же, я у них спрашивал. Большая часть не подозревала, отвечая на вопросы, что они сдают контору. Но для меня, опять же, было все понятно. Очень. Про это можно мемуары описать, на самом деле. Интересный опыт. Вот. И именно на него опираясь, я со всей ответственностью говорю, что ходить и пытаться что-то поменять можно и нужно, даже сейчас. Вот. И еще совсем чуть-чуть, что у нас осталось. Значит, источником террористических угроз в Башкортостане называют спецслужбы Украины. Кто это делает? Обстановка в сфере противодействия терроризму в Башкирии напряженная, динамично меняющаяся, но при этом контролируемая, отмечается в паспорте региональной госпрограммы обеспечения общественной безопасности. Вот так вот. Документ, утвержденный республиканским правительством, опубликован на официальном портале правовой информации. Так вот, в качестве одного из основных источников террористических угроз рассматривается деятельность украинских спецслужб и неонацистских формирований, которые проводят кампанию по вовлечению россиян в подготовку и совершению диверсионно-террористических актов. Как страшно становится, когда вот такие вещи читаешь. Разумеется, если веришь им хотя бы на небольшую толику. Верить или не верить, это, конечно же, ваше право. Главный редактор издания «Аспекты» Разиф Абдуллин дал небольшое, хотя вполне себе нормальное интервью изданию «Пруфы». И цитата, которую «Пруфы» вынесли в заголовок, я ее процитирую. «Власти говорят, у нас экстремистская зараза». Здесь я с коллегой полностью согласен. Именно власти говорят, что у нас экстремистская зараза. Раздувают ее буквально там, где ее, по сути-то, и не было. А вот сейчас, в этих условиях, боюсь, что эти начинания, с позволения сказать, могут с новой силой, с вновь возникшей силой, я бы даже сказал, начать развиваться. Когда любой цивилизованный протест совершенно адекватных людей затыкается и закупориваются все отверстия, люди действительно перестают пытаться добиваться своих прав в большинстве своем. Но маленький процент из них, который готов на радикальные действия, в итоге действительно превращается в экстремистов. И идет на жесткие меры, потому что, условно говоря, человеку терять нечего. После этого начинаются реальные правонарушения или даже преступления, что уж там говорить. Поэтому провоцированием напряженной ситуации занимаются, конечно же, не какие-то деструктивные элементы, и уж тем более из-за границы. Какие-то там наймиты спецслужб, безусловно. Я вообще не верю в существование их, вот если честно, больше скажу. Я сколько пытался их найти, пытался спрашивать даже напрямую у людей, которых в этом обвиняют. Ни разу не увидел ни одного доказательства, ни разу не видел никаких каких-то агентов, что ли, я не знаю, которые бы переговоры на эту тему проводили. Совершенно миф. Вот живешь годами, в принципе, веришь. Я один из тех, кто верил, что такое, в принципе-то, где-то существует, но убедиться собственными глазами до сих пор не удалось. Поэтому с каждым днем все больше и больше сомнений в этом направлении. В общем, вот так вот у нас все с ног на голову. Может быть, не 100% все, но мы успешно движемся в этом направлении, чтобы совершенно все у нас перевернулось с ног на голову. Пока еще какие-то детали, нюансы остаются. Вот даже наша с вами возможность разговаривать, это тоже, наверное, из разряда того, что не все потеряно. Поэтому, друзья, ставьте лайки. Помните, что есть возможность сделать добровольные пожертвования с помощью сервиса Boosty. Ссылка найдется в описании к этой и к любой другой трансляции. Те, кто на канал по каким-то причинам до сих пор не подписались, на канал Аспектов я имею в виду, конечно же, сделайте это сейчас, в ближайшее время. Рекомендуйте, кстати, близким. Наверняка общаетесь. Наверняка среди них есть те, кто задает, скажем, вопрос.
как в фильме «Матрица», помните? Человек начал с чего свой путь? С того, что он начал задавать вопросы. У него в голове возникла неуверенность в том, что все так, как все именно так, как ему до сих пор показывали. Соответственно, делитесь, рекомендуйте, очень важно это сейчас и для нашего канала, и для того, чтобы мы работали дальше уверенно и эффективно, ну и, соответственно, для элементарно гражданского общества, его остатков, которые у нас все-таки, к счастью, есть. Вот, это, пожалуй, все, что я сегодня хотел вам сказать. Аспекты городской среды не пропустите. Добра всем, кто служит добру. Руслан, респект, пишет Карлугас. И вас я от всей души благодарю за добрые слова. В общем, все. Увидимся с вами уже на следующей неделе. Вот. А, в принципе, аспекты работу свою всегда продолжают. Коллеги публикуют новости, поэтому про телеграм-канал не забывайте. Берегите себя и пока.